Пройшли кастинги і майстар-классы, знаёмства з азамі тэлевізійнай кухні і нават выпрабаванні першым прамым эфірам. Пакуль гэта 12 паўфіналістаў, але конкурс ёсць конкурс, і ў фінал пройдуць толькі 5. Журы ўлічвае ўсё – тэлегенічнасць канкурсантаў, адукаванасць, умение справляцца з хваляваннем і весці дыалог, і вынесла свой вердикт. Наталья Доропей, Дмитрий Барский, Чижевич Анастасия, Елена Надольская и Игорь Кушнир. Мы вас поздравляем. Але і пра іншых удзельнікаў не забыліся. Вячеславу Боўшу і Антону Бельчаку прапанавалі знайсці ідэю для сваёй рубрыкі ў праграме «Ранішняе эспрэсо». Ты получил в любом случае опыт, ты получил советы от действительно знающих свое дело людей, и в дальнейшем у тебя есть возможность, есть над чем работать. Проект был действительно хороший, интересный, со многими людьми познакомились, подружились. Есть пару идей уже для рубрики, то есть они у меня с самого начала были. Я их, конечно же, буду предлагать. Ольга Краско і Дзяніс Пышко атрымалі шанец папоўніць каманду навін. Дарэчы, менавіта гэта пара стала фаварытамі ў галасаванні гледачоў. З перавагай у 25,7% перамога у Дзяніса. Всем тем, кто за меня подавал голоса, большое спасибо, это очень приятно. Конечно, есть небольшое разочарование, что не прошел финал, но ничего, предложили поработать в новостях, думаю, попробуй. Эмоции переполняют. Еще трудно переварить всю эту информацию, потому что, может быть, ожидал чего-то большего. Хотя, в принципе, это тоже хороший результат. Хотелось бы поблагодарить всех, кто голосовал, потому что действительно такое количество человек проголосовало, и было видно, что тебя поддерживают. Ганна Грышко и Ольга Мярышко поспробуют свои силы на радиохвалях. Сейчас, когда появилась возможность еще больше окунуться в радио, я довольна. Надо пробовать, не бояться ни в коем случае, потому что раньше кастинг, это, наверное, туда приходят только самые избранные, только самые лучшие. Нет, мы обычные люди. А вот и 5 финалистов. Эмоции, кажут, переполняют. Сама вся эта обстановка мне очень нравится. Я себя ощущаю в своей тарелке. Мне здесь удобно, мне комфортно. Поэтому с нетерпением ждем неделю эту предстоящую. У меня лично шок, потому что я, наверное, не ожидал, что я настолько далеко зайду. Я, честно говоря, готовился к тому, что сегодня я, так сказать, отчалю. Вот. А то, что я попал в 5 финалистов, для меня действительно очень большая неожиданность. А вот некоторые у своим поспеху нават не сомневались. Эмоций много, эмоций еще бушуют, не утихают. Не могу, наверное, до сих пор успокоиться. Конечно же, все очень волнительно. И, не скрою, очень приятно, что дошла до финала. В принципе, как я была и настроена с самого начала. Мы, наверное, с Наташей сегодня менее эмоциональны из всех ребят, потому как даже когда Катя оглашала список, мы прям вот как-то пособраннее, что ли, были, и прям такой бури эмоций не было, мы откровенно были уверены говоря. В себе, да, с самого начала мы шли сюда с целью победить. Ну, наверное, как минимум. Точно. Хотя сейчас будем ехать в троллейбусах и в маршрутках, и будет... Напереди напруженные дни, подрыхтовка до телемарафону и промога эфиру. Считанные дни до финала. Уверена, что наши участники приложат максимум усилий для того, чтобы все знания, которые они получили в ходе мастер-классов, действительно сейчас во время подготовки применить. Потому что на протяжении всей недели они будут работать над тем, чтобы в субботу, 15 числа, выйти в свой первый прямой эфир. 15 снежня у дзень нараджэння Беларусь-4 Брэст у прамым эфіры телемарафона «Зрабі свет лепш» і даведаемся імёны пераможцаў. Евгения Мороз, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брэст».